Осознавая преступный характер своих действий, участвовал в бандформированиях. Это только одна строчка из обвинительной речи прокурора. Всего же доказательств убийства Малафеевым военнослужащих федеральных сил набралось целых 5 томов. Впрочем, сам он уже признался, что в 1994 году воевал на территории нашей республики. В городе Грозном, также здесь по всей территории Бурус-Мартановского, Чур-Мартар, здесь в Тульском районе тоже побывал. В качестве кого вы здесь участвовали? Ну, в качестве рядового тогда, на то время. Ну и также в дальнейшем был уже в командном составе. А вот кто рядом с вами был? Фамилии какие-то можете назвать? Ну, например, взять по первому штурму Грозного, тот же Николай Карпюк, тот же Музычка, Корчинский Дмитрий был, Клых. Ну и много, те же братья Тягнебуки, Яценюк, который сейчас в данный момент премьер-министр Украины. Находясь в террористической группе под названием УНА-УНСО, Малафеев не только убивал из снайперской винтовки солдат, но и участвовал в бандитских вылазках. Так, в селении Улускет Шатойского района он вместе с Хаттабом совершил нападение на военную часть. Ставропольским судом в прошлом году он уже был осужден на 22 года лишения свободы. Срок заключения только прибавится. Мой подзащитный, он полностью осознает вину, он содеянного своего участия в боевых действиях на территории Чеченской Республики, он вообще не отрицает и не отрицал смягчающие обстоятельства, как содействие следствию и изобличение всех виновных участников совершения преступления. Мы будем просить о проявлении снисхождения к нему. Обвинение Малафееву уже предъявлено. Приговор будет оглашен 29 сентября этого года. Луиза Андеева, Султан Умаров. Новости.